урок! Здравствуйте, ребята! Вы готовы к уроку русского языка? Приготовили тетрадь, учебник, ручку, линейку, карандаш? Итак, начинаем. Мы отбросим прочь веселье, примем все серьезный вид и отправимся учиться, это нам не повредит. Вновь достанем мы тетрадки, лег на край стола дневник, наши знания и умения всем покажем в тот же миг. Сегодня мы продолжим постигать неизвестные для нас чудеса русского языка. Проведем наблюдение и сделаем открытие в написании окончаний имен прилагательных. При этом вам надо быть очень внимательным. Посмотрите на слова: ночной, вечерняя, осенний, зеленый, холодная. Что вы можете сказать об этих словах? Верно, это имена прилагательные. На какие группы можно разделить данные прилагательные? По родам: мужской род, ночной, осенний, зеленый. Средний род, вечерняя, холодная. Теперь подберем к данным именам прилагательным имена существительные и запишем в дательном падеже. Но сначала вспомним, какой вопрос мы задаем к имени прилагательному в мужском и среднем роде, чтобы определить дательный падеж. Какому? Ночному ветру, вечернему озеру, осеннему листопаду, зеленому мху, холодному дождю. Что вы заметили? Изменение окончаний в именах прилагательных. Это зависит от того, на твердый или мягкий согласный заканчивается основа прилагательного. Твердый согласный на конце основы прилагательных с окончанием «ому». Мягкий согласный на конце основы прилагательных с окончанием «ему». Верно, тема нашего урока – дательный падеж имен прилагательных в мужском и среднем роде. Мы будем на уроке учиться правильно писать и различать окончания имен прилагательных мужского и среднего рода в дательном падеже. Ребята, каждое словосочетание поставьте в нужную падежную форму с помощью предлога. Давайте проверим. Из соснового бора, от речного вокзала, для семейного альбома, без младшего брата, у лесного озера, из открытого окна. Что заметили общего? Верно, все словосочетания поставили форму родительного падежа. Как вы это объясните? Верно, все предлоги были родительного падежа. Что можно сказать об окончаниях прилагательных? Окончание «ого», «его». Теперь попробуем записать те же словосочетания, но уже в форме дательного падежа. Что для этого нужно? Использовать предлоги дательного падежа, задать другой падежный вопрос. Вспомните падежный вопрос дательного падежа прилагательных мужского и среднего рода. Какому? К сосновому бору, к речному вокзалу, семейному альбому, к младшему брату, по лесному озеру,
к открытому окну. Значит, на какой вопрос отвечают прилагательные мужского и среднего рода в дательном падеже? Какому? Какие имеют окончания? Ому, ему. Ребята, предлагаю выполнить следующее задание, применяя новые знания. У вас на выполнение 1 минута. Работайте по образцу. Памятник великому поэту. Ребята, давайте проверим вашу работу. Рады Новому году. Подарила маленькому братике. Ехали по Невскому проспекту. Подъехали к красивому зданию. Написали любимому писателю. Плыли по глубокому озеру. Замечательно! Оцените, ребята, свою работу. Ребята, прочитайте текст. По широкому шоссе ехали грузовые машины. Они везли мебель к новому дому. Это был огромный кирпичный дом. Жильцы радовались такому прекрасному подарку к новогоднему празднику. Вот к крайнему подъезду подъехала большая машина. Вам надо вставить окончание. Первое предложение сделаем синтаксический разбор. Находим основу предложения. Что? Машины. Машины что делали? Ехали. Машины какие? Грузовые. Это определение. Ехали где? Почему? По шоссе. Обстоятельства – место. По шоссе какому? Широкому. Это определение. Замечательно. Теперь, ребята, слово «подарки» разберем по составу. Сначала находим окончание. И основа слова «подарок». Однокоренные слова подбираем. Подарит, подарочный, подарок. В слове «подарки» корень «дар». Дарить подарки. Приставка «по». Дар – подарки. Суффикс «к». Замечательно. Ребята, а сейчас разбор имени существительного слова «к подъезду». К подъезду – это существительное, обозначает предмет, отвечает на вопрос «что?». Начальная форма – что? Подъезд. Мужской род. Второе склонение. Это слово употреблено в дательном падеже в единственном числе. В предложении является второстепенным членом, обстоятельством. Поясняет сказуемое. Подъехала куда? К чему? К подъезду. Молодцы! Ребята, и как всегда, тест-опрос. Записывайте буквы правильных ответов в тетрадь. Окончания «ого», «его» имеют имена прилагательные мужского рода в.
какой частью речи согласуется прилагательное? С глаголом, с предлогом, с существительным? На какой вопрос отвечает прилагательное мужского и среднего рода в родительном падеже? Им, ого, его, ому, ему. На какой вопрос отвечает прилагательное мужского и среднего рода в дательном падеже? Какому, какого, каким? Какие окончания имеют имена прилагательные мужского и среднего рода в дательном падеже? Ая, яя, им, ому, ему. Найдите словосочетание прилагательное и существительное в дательном падеже единственного числа. Поехал по дороге к дорогому другу без единой ошибки. Проверьте, какое слово получилось. Удачи! Продолжите фразу, ребята. Сегодня на уроке я могу похвалить себя за. Сегодня на уроке я старался, но не все получалось, потому что. Сегодня на уроке я был скорее слушателем, чем участником, потому что. Ребята, после урока составьте 2 предложения с прилагательными мужского и среднего рода в дательном падеже. На этом урок подошел к концу. До новых встреч на уроках русского языка!